Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим о творчестве первых ингушских художников Хаджибекира Ахриева и Гази Магомеда Даурбекова. Гость нашей программы – архивист-исследователь Берснаков Газиков. Берснак, здравствуйте. Здравствуйте. Вы за время своей исследовательской деятельности выявили огромное количество материалов по истории Ингушетии. Первые наши профессиональные ингушские художники Хаджибекир Ахриев и Гази Магомед Даурбеков. Вот в ходе вашей исследовательской деятельности именно по их творчеству, по их биографии, какие материалы вам удалось выявить? Имена Хаджибекира Ахриева и Гази Магомеда Даурбекова, они были известные. И известны они были тем, что на страницах печати часто отражались различные публикации, в которых упоминались имена и Хаджибекира Ахриева, и Гази Магомеда Даурбекова. Поэтому наша задача, когда мы работали, заключалась уже не в том, чтобы открыть эти имена, а найти какие-нибудь материалы, связанные с творчеством обоих наших художников. И надо сказать, что наша работа, вот впервые, когда я в своей работе столкнулся, это был 1996 год. Мы тогда работали в Ставропольском музее, в Ставропольском архиве. Вот. Затем мы работали в том же году в Ростовском архиве. И вот здесь, работая здесь, в Ставропольском музее, мы собирали материалы по истории Ингушетии. Я не представлял, что там могут быть материалы, связанные с творчеством художников наших. Но так получилось, что при работе, при исследовании пришлось просмотреть большое количество материалов. И среди материалов там, были неразобранные, то есть не описанные материалы, связанные с Чечено-Ингушетией. И я с работником музея перебирал эти материалы и откладывал в одну сторону ингушские материалы, в другую сторону другие. И таким образом здесь как раз выявились работы Хаджибекира Ахриева. Вот несколько картин, потом различные орнаменты, такие материалы там были. Вот. Нам, к счастью, мы хорошо поработали там, и в это время по решению руководства музея Николая Охонько, и там была еще работница Елена Попова, они, решили сделать дар Республики Ингушетия, откопировать безвозмездно, то есть подарить нашей республике копии материалов. Там были не только картины Ахриева, там были и другие материалы, большое количество таких копий, не копий, а оригиналов с газеты «Седало», 27 год. Вот. И среди этих материалов также была и фотография Гази Магомеда Даурбекова, это 1927 год. И все эти материалы были нам переданы в знак дружбы, уважения русского народа и в данном случае казачества, дар ингушскому народу. Мы их привозили здесь, и много раз мы их показывали, различные материалы. Это копии, да, Берснак? Копии, да, копии. Но эти копии были в пленке. Тогда не было возможности сканировать. Вот это копии, пленки, да. Но они позже, чуть позже, в конце, по-моему, 1996 года, эти картины, копии этих картин были переданы в наш Краеведческий музей. Они сейчас хранятся у нас в Краеведческом музее. Это копии тех картин. А сами оригиналы хранятся в Ставропольском объединенном музее имени Права и Прозрителева. Вот что интересно, известен ли источник поступления этих работ? Как они оказались в Ставропольском музее краеведения? Здесь трудно сказать. Почему? Потому что в это время существовал Северокавказский институт краеведения. И то он располагался в Ростове, а потом во время войны были перевезены материалы в Ставрополь. В общем, мне до конца непонятно, как они могли оказаться, но я думаю, что это как раз
во время существования Северокавказской, как бы сказать, института краеведения, видимо, они вот в это время попали туда. Почему они могли попасть туда? Потому что нам известно, это известно по публикациям, по многим, вот, Хаджи Бекир Ахриев, как художник, и не только как художник, он участвовал в экспедициях по Ингушетии вместе с Северокавказской экспедицией, в которую входили и Леонид Петрович Семенов, Пожидаев, Яковлев, ну, разные были специалисты, которые приехали к нам из Москвы, и в эту экспедицию входил и Хаджи Бекир Ахриев. И вот он делал там зарисовки и делал очень полезную работу, участвовал. И все участники позже, уже когда выпускали свои материалы, отмечали, что в составе экспедиции был и художник Хаджи Бекир Ахриев. Как мы знаем, Берснак, по его инициативе Хаджи Бекира Ахриева был основан Ингушский музей краеведения, а с 1932 года он его возглавил. И вот, как вы отметили, могло ли быть, вот, что Ингушский музей краеведения, уже в взаимодействии с головным, вышестоящим Северокавказским музеем краеведения, как-то обмен, материалами и в том Конечно, числе... могло быть. Но дело в том, что вот эти материалы, вот судя по газете «Седолот» за 1927 год, видимо, поступление материалов было все-таки вот тех 27-х, вот в таких годах. Я думаю, что они так поступили. Но дело в том, что во время войны были перемещения различные экспонатов, там вывозили, и где-то что-то, как говорится, что-то осталось в Ростове, Ростовском музее, там, в Ростовском архиве, что-то, значит, в Ставропольском. Поэтому специально, как говорится, не занимался выяснением этих обстоятельств. Но для нас важно то, что и в Ростовском архиве, в Ростовском музее, и в Ставропольском архиве и музее хранятся материалы, связанные с историей Ингушетии, в том числе связанные вот как раз с творчеством наших художников. Здесь я хочу сказать еще следующее. Здесь, работая в Ставропольском архиве, мы выявили большое количество материалов по истории Ингушетии. В том числе здесь была также и книга Адриана Павловича Митрофанова, это рукопись «Музыкальное творчество народов Северного Кавказа». Эта книга, она не вышла. И вот в этой книге приведены материалы по музыкальной культуре Ингушетии. И здесь, вот среди вот этих материалов, также находится запись песни «Мохбаханлатар», которую напевал Гази Магомед Дурбеков. Вот. Это 1932 год. Позже, работая уже в Ростовском архиве, мы обнаружили другую работу Адриана Павловича Митрофанова. Тоже вот такая же работа то есть получилось одни материалы здесь, в Ставропольском, а другие материалы в Ростовском. И здесь также приводится более 20 записей нотных песен, и в том числе вот эта песня «Мохбаханлатар» в исполнении Гази Магомеда Дурбекова. И надо вот отметить, что несмотря на то, что Гази Магомед, с одной стороны, он как бы художник, но он оставил нам такую замечательную как бы песню, которую зафиксировал композитор Митрофанов. И она сегодня уже известна, сегодня ее можно напевать уже, потому что есть и нотная запись, есть и слова. Поэтому здесь, еще надо сказать, что если мы говорим сейчас о Гази Магомеде Дурбекове, то он принимал активное участие в Олимпиаде горских народов в 1931 году. Как и Хаджи Бекир Ахриев. Да, и они принимали участие и выступали не только как художник, но они исполняли песни, танцы. То есть это были разносторонне развитые люди были. Но что касается творчества Хаджи Бекира Ахриева, то мы еще работали в Москве, в архиве, Государственном архиве литературы и искусства. Здесь мы нашли два личных дела. Это, вот я покажу, Императорское Строгановское училище. Это 1912 год.
это вот впервые вот в это Старгановское художественно-промышленное училище поступает Ахриев Хаджибекир в 1912 году. И здесь в материалах приводится здесь и заявление его о принятии его вот в это училище. Но это ж представить себе можно, что Дореволюционный период, да. дореволюционный период, он горец, он из селения Фуртовк, молодой мальчик, можно сказать, он в это время. И, видимо, он поступал туда ввиду того, что у него, видимо, были свои уже какие-то навыки к рисованию, к творчеству, потому что иначе поступить в такое уважаемое заведение нельзя было бы, не имея вот каких-то навыков как художника, как умение рисовать. И вот он поступает, учится там. И здесь в этих документах приведены различные сведения о его жизни. А вот справка здесь, свидетельство о том, что он закончил. Вот смотрите, я покажу просто-напросто. Вот смотрите, вот я покажу. Вот. И здесь свидетельство о рождении, здесь указаны его какие-то биографические данные. То есть это ценные сведения. А вот что касается Гази Магомеда Даурбекова, то мы работали в Санкт-Петербурге, в архиве Академии наук. И все наши попытки найти личное дело Гази Магомеда Даурбекова, когда он учился в Академии художеств, то они не увенчались успехом. Дело в том, что мы не смогли найти эти материалы. Вот, и просто у нас и больше времени не было, чтобы отдельно заниматься вот, поисками и конкретно материалов, связанных с ним. Но есть надежда, есть в перспективе, это можно сделать, и это надо сделать, найти материалы, связанные с его учебой. Потому что когда он учился, там не только они учились предметам, какие-то проходили все, но они еще также и сдавали какие-то экзамены, рисунки. И мы можем найти те рисунки, первые рисунки Гази Магомеда, когда он учился вот в академии. Потому что там у них каждый, там есть и как бы контрольные какие-то и прочие какие-то экзамены, где как раз они должны были что-то рисовать. Они успешно учились, насколько известно, и уже в студенческие годы заявили о себе. Да, годы дело учебы. в том, что я вот часто бываю в Москве, бываю на Китай-город, там часто я вижу вот студентов, современных студентов, вот, которые учатся в художественном училище, и там часто они на улицах, где-то в уголках рисуют, вот натуру рисуют, там всякие храмы. То есть это как бы практика такая, что студенты всегда вот должны рисовать, вот студенты вот художественных училищ, я имею в виду. Поэтому я это говорю для того, чтобы сказать, что если нам, в принципе, по описаниям, по многим другим, нам известны работы обоих наших художников, но там могут быть такие работы, которых еще мы не видели. Вот те первые работы, которые никогда учились еще. Поэтому хочется, конечно, поработать, найти эти материалы. И учитывая, что в связи с различными событиями, перемещениями, различными, как бы сказать, явлениями нашей жизни, многие работы обоих художников нам неизвестны. Они как бы считаются утерянными. Вот как раз-таки, да, Берснак, об этом. Мы знаем, что трагическая судьба у Хаджибекира Ахриева еще до депортации в 30-е годы он был по ложному обвинению арестован и сослан на строительство Беломорско-Балтийского канала. И в 1940 году, как свидетельствуют источники, умер в ссылке. При аресте некоторые сведения, что уничтожены были работы, затем во время депортации тоже. Вот что вы об этом знаете, Берснак? Я, к сожалению, не знаю этих вещей. Я просто представляю себе, что, конечно, он обладал большими, так сказать, сокровищами, своими работами. И я знаю, что они потеряны. Но я понимаю, что во время ареста и во время депортации многое пропало. Но у меня есть надежда, что многое могло и сохраниться.
потому что вот у нас есть здесь письмо, мы принесли здесь письмо. Это мы работали в архиве в Москве. Вот смотрите, это архиве литературы и искусства в Москве. Это письмо, значит, 1935 год профессору Юрию Матвеевичу Соколову. Вот это письмо художника Ахриева Хаджибекира. И здесь он в своем письме он обращается к Юрию Матвеевичу и говорит, что он занимается сейчас резьбой по кости. Вот. Он, значит, договаривается с людьми по поставке кости и делает, и он говорит, что здесь я могу сделать и брошки, и различные предметы имеется в виду для жены Юрия Матвеевича. И, видимо, он делал это. И, возможно, вот эти вот предметы, которые он имел много знакомств, много известных людей, он связывался, вполне могли где-то сохраниться. В частных коллекциях, да? Да, ну, скажем, вот в данном случае вот в семье Соколовых, может быть, и в других. То есть, и поэтому и он там в письме пишет, просит поговорите, пожалуйста, с директором музея народоведения. Вот. И возможно, что и в музеи попало, вот какие-то экспонаты могли попасть. Поэтому ну, мы как исследователь, всегда надеюсь на то, что что-то должно остаться, должно сохраниться. Единственное, только нужно, конечно, искать, работать, ездить. Это все работа. Но я думаю, что это все можно, как говорится, сделать, и мы можем вернуть какие-то экспонаты, я имею в виду, по крайней мере, можем их знать, что такие работы есть. Работа эта большая, но если мы вот хотим все больше и больше знать о наших художниках, то для этого мы, например, просмотрели наши газеты. Это газета «Свердло», «Грозненский рабочий». Вот за те года, которые вот, когда они творили, то здесь есть несколько публикаций, разные публикации, в которых описываются работы, называются работы, которые писали наши художники. Вот. И поэтому через вот такую работу можно, как говорится, пополнить свои сведения о творчестве наших художников. Могут быть и в других периодических изданиях, в различных журналах. Даже вот в журналах «Северный Кавказ», который издавался в Европе, вот тоже есть публикации, связанные с Олимпиадой вот, горских народов, о которой мы говорили. Упоминаются имена Хаджибекира Ахриева, Газимагомеда Дагурбекова. И там еще в это время существовал Ингушский музей, и там они отмечают, что как бы экспонаты пополняются нашего Ингушского музея работами Хаджибекира и Газимагомеда Дагурбекова, вот обоих наших, Ахриева и Дагурбекова. Поэтому... Берснак, что интересно, материалы по истории Ингушского музея краеведения, наверное, там тоже проходят эти имена, вот как вы уже отметили, оба наших художника, они участвовали и в экспедициях археологических, и вообще работали в музее. Хаджибекир Ахриев возглавлял музей, Газимагомед Дагурбеков был сотрудником музея. Вот по материалам истории Ингушского музея краеведения, наверное, да. Я, к сожалению, не видел этих материалов. Не встречали, да? Не встречался я. Конечно, было бы здорово, если бы мы могли бы найти материалы, связанные с Ингушским музеем того времени, я имею в виду. Но, к сожалению, я не встречал. Я не знаю, сохранились ли материалы или нет, даже не в курсе. Но я думаю, что если обратиться в Владикавказ, в музей, то можно попытаться что-то найти. Дело в том, что здесь еще надо сказать, что дружили художники, многие Северного Кавказа между собой дружили, и в том числе Хаджибекир и Ахриев и Газимагомед Дагурбеков, они были в дружбе с художником Хоховым и Тугановым из Осетии. Вполне возможно, что вот в каких-то коллекциях вот данных вот художников тоже могут быть какие-то материалы быть, в том числе и вот творческие вещи могут быть. Поэтому нужно, конечно, работать, исследовать, спрашивать. В общем, это, конечно, работа.
Берснак, вот что еще интересно, учитывая, что Хаджибекир Ахриев, как уже сказали, по ложному обвинению был арестован, осужден, сослан. Вот эти материалы, которые касаются по репрессиям вообще, по репрессированным, затем материалы, может быть, по истории Беломорско-Балтийского канала, да, по строительству канала. Могут быть и там какие-то сведения, да, какие-то... Конечно, могут быть, да. конечно. Вот вам известно, в каких фондах находятся эти материалы и где имеет смысл искать? Беломор-канал известно, это можно найти. А что касается ареста и вот последующего, так сказать, это, конечно, нужно обращаться в органы безопасности, в архивы, я имею в виду. И там должны быть материалы. Обычно они сохраняются, эти материалы, но я не обращался. Когда проводился арест, соответственно, имущество, как там, наверное, какие-то акты составлялись, да, вот, и, наверное, возможно, удастся пролить свет, да, что стало с творческим наследием в тот момент, судьба работ, да, которые находились в доме Хаджибекира Ахриева. Ну, конечно, потому что при аресте обычно составлялась опись, обыск, имущество. Все это отражалось в документах, в актах. Поэтому есть тут шансы, есть возможность, если ознакомиться с материалами, то что-то мы можем узнать, конечно. А я думаю, что это предстоит еще делать. Это как бы одна сторона. Я говорю о том, что есть вот более доступные, более такие архивы, так сказать, в которых тоже надо поработать. Вот смотрите, масса у нас музеев, да, в Москве, в Петербурге там, и вполне возможно, что и в хранилищах этих музеев, вот в историческом музее, вполне могут быть также материалы быть. Понимаете? Дело в том, что вот когда работали, вот эти специалисты приезжали в 20-х годах, экспедиции вот из Москвы, с музея народоведения, там, с других учреждений, то материалы сдавались потом вот в головные учреждения. А так как они, и Гази Магомед, и Хаджибекир участвовали в экспедициях, то вполне возможно, что работы, касающиеся, материалы, связанные с этими именами, также могут быть в тех вот учреждениях. Поэтому большая работа, надо отрабатывать все те учреждения, также находить материалы. Но это даже и надо делать. Почему? Потому что нас интересует вообще история ингушского народа. Поэтому если мы будем находить результаты, материалы, связанные с экспедицией, там одновременно будут и материалы, связанные с нашими художниками. Это очень кропотливая, очень такая работа, но она даст результаты. Я надеюсь, я верю, потому что когда работаешь, обязательно найдешь что-нибудь. Берснак, известно, что в 1934 году, когда Ингушетия с Чечней были объединены, вот на тот момент, на момент объединения Ингушетии с Чечней, мастерские наших художников, и Хаджибекира Ахриева, и Гази Магомеда Даурбекова, они находились во Владикавказе. Вот это объединение отрицательным образом сказалось на их творчестве в том смысле, что кардинальным образом поменялись условия, потому что мастерские находились во Владикавказе у обоих художников, и вообще вся их творческая жизнь, она была связана с Владикавказом. Затем у них был очень трудный период, когда приходилось буквально выживать, можно сказать. Вот об этом что-нибудь вам известно? По мастерским? Я, к сожалению, я не работал в музее, который был в Грозном. Вот. Я в то время мало работал в нашем, в Грозном, я имею в виду, в архиве. Я имею в виду в части поиска материалов, связанных с художниками. Вот. Я работал по другим направлениям. Но там вполне должны были быть материалы. Но дело в том, что всегда, вот, когда люди переезжают из одного города в другой, из одного учреждения переходят в другое, обязательно здесь, конечно, что-то обрывается, я имею в виду здесь, и что-то остается здесь, что-то переносится. В конечном счете, сегодня мы не имеем материалов ни из Владикавказа того времени, я имею в виду, ни из Грозного того времени. У нас нет практически ничего оттуда.
Поэтому сейчас, когда мы сейчас говорим о московских, петербургских архивах, музеях, куда возможно попали, Ростовском, Ставропольском, куда могли попасть материалы. Но одновременно эти материалы могут какие-то сохраниться и в Грозном, и в Владикавказе могут быть. Но опять же, это надо работать, выезжать, смотреть. Вот, поэтому это наша задача в перспективе предстоит. Но что здесь касается, я хотел сказать по Гази Магомеду Даурбекову. Дело в том, что после переезда он, значит, вот мы брали, значит, его материалы, связанные с ним, как художника, я имею в виду. И вот у нас здесь есть, мы покажем здесь материалы, связанные с тем, что вот выпускала книгу Абрамова в 1934 году. Выпускала вместе с другими авторами, ну, учебник «Русский язык». И вот этот весь учебник, иллюстрации все сделал Гази Магомед Даурбеков. Мы ее скопировали, эту книгу, привезли, мы покажем ее. А уже в 1939 году выходит книга Льва Николаевича Толстого «Хаджи Мурат», по-ингушски «Хаджмурт». И эта книга также иллюстрирована художником Гази Магомедом Даурбековым. Мы также привезли копии этой книги, эти рисунки. Вот. И также у нас сейчас нет с собой, иллюстрации его появляются в различных других учебниках того времени. То есть почти можно сказать, что он работал вот выполнял вот эти иллюстрации к книгам. И если мы не имеем каких-то работ там отдельных, да, то мы можем по иллюстрациям вот, книжным, которые вот, и можем как бы, ну, восполнить, как бы, потому что это творчество, и надо сказать, что эти рисунки, вот, которые в книге, они очень такие яркие, очень своеобразные, там действительно чувствуется, что это художник. Казалось бы, там делается это там карандашом, какие-то такие сценки, но выполнены очень блестяще. Чувствуется, что это специалист высокого класса, художник. Поэтому мы вот и должны и в этом направлении работать. Я думаю, что публикации и Хаджи Бекира Ахриева могут быть в различных изданиях. Вот, поэтому нам нужно просто здесь порой не хватает времени, чтобы ну, отдать, так сказать, время исследования вот каждого конкретного какого-то художника там, или человека, оставший след в нашей истории. Отдельно по персональному. Да, ну как бы у нас мы заняты многими разными вещами, и порой не получается уделить времени. Но дело в том, что я думаю, молодые люди, которые, может быть, слушают передачу, может быть, увлекутся, начнут исследовать, потому что это все, несмотря на то, что мы знаем эти имена, мы все-таки не так, как хочется, не так, как мы можем, мы не исследовали еще. Поэтому впереди нас ждут открытия. Вполне возможно, что там будут вообще такие вещи. Поэтому хочется, конечно, найти все это и посмотреть на это своими глазами. Берснак, у обоих наших художников первых, и у Хаджи Бекира Ахриева, и у Гази Магомеда Даурбекова есть родные. И вот удавалось ли встречаться с ними? Вообще, если говорить о том, что осталось в семейных архивах, известно ли вам что-нибудь об этом? Мне очень мало. Я, конечно, где-то встречался с людьми, но как-то я, ну, как бы не... Можно сказать, что мало я работал в этом направлении. Обычно я выезжал вот, в архивы, все, а вот поработать с членами семьи, где вполне возможно могли бы дать какие-то сведения. Вот, ну, вот мы называем какие-то зацепки для того, чтобы исследовать затем потом. Вот. Ну, я думаю, я не скажу, что самое мало я встречался, мало общался в этом направлении. Вернее, сейчас ушло время, это надо было делать раньше.
где-то в начале 90-х годов, может быть, еще раньше. Тогда была возможность встретиться. Когда еще были живы люди, Да, которые тогда это хорошо было их бы, знали. Да, тогда, а сейчас как-то уже это немного... Но тоже надо спрашивать, потому что даже те внуки, которые есть, они могут дать какие-то сведения, ну, помочь могут. Поэтому надо, конечно, эту работу делать тоже. Берстенок, у вас огромный опыт исследовательской работы. Вот на ваш профессиональный взгляд, в каких направлениях нужно работать, в каких архивах, фондах нужно искать материалы по биографии и творчеству наших первых художников? Ну, что касается архива, вот мы обычно говорим архив, архивов достаточно много, и в основном надо смотреть по тем учреждениям, в которых они работали. Ну, например, это Ростов, это Ставрополь, это Петербург и Москва. Дело в том, что и в Петербурге, и в Москве очень большое количество как архивов, так и музеев. Причем музеев специализированных, я имею в виду, которые имеют отношение к художеству, к живописи. Поэтому нам нужно поработать в этих вот учреждениях с тем, чтобы найти сведения. Ну, я же говорю, что мы, вот работая в архиве Российской академии наук, мы там просматривали Академию художеств, там мы не нашли. Но дело в том, что если обратиться в само это учреждение, то, возможно, что-то там мы можем обнаружить. Поэтому надо работать. Ну, здесь назвать конкретно адрес нельзя, потому что это может в разных местах быть. И здесь я просто, вот как сейчас вспомнил, Гази Магомеда Даурбекова, когда Адриан Павлович Митрофанов записывал нотные записи ингушских песен, вот эта вот песня «Мох Баган Летер», она дана в двух изданиях. Это в одном случае в Ставропольском архиве, а в другом случае в Ростовском. Вот. И вот эти материалы его не были изданы, они, то есть это рукописи работ. Вот. И в этой рукописи вот это дана и нотная запись, и данные слова. И я хотел бы просто процитировать их, вот, чтобы понять, насколько это емкая, так сказать, песня, содержание бесподобное. Она называется «Мох Баган Летер». «Шадахач мехка вагалай, дабузл бешаймах, ермох бетарж бывайдей, тема тебирзанах, тяхтухам бастерлат вайнах, алга мичхан вулей, дашуцах эйгаш юассе, итарж бывайдей, царциву илай вей юрт вей ковей карт, сандят хейнж вей еле, вейхал безат сабарт». Это очень бесподобные слова, очень бесподобные песня, я имею в виду. И вот эта вот как раз песня исполнялась как раз на Горской Олимпиаде в 1931 году. Но, правда, под другим названием. Вот поэтому вот то, что автор записал, и мы сегодня имеем возможность эту песню петь, наиграть. Также там и много другого, конечно. Вот, и это как бы заслуга нашего, казалось бы, художник. Мы говорим о рисунках, о портретах. В данном случае речь идет о том, что он оставил нам такую блестящую песню. Его записи, я имею в виду, с его слов. Берстенок, а автор? Автор неизвестен, но вот в данном случае напевал ее Гази Магомед Албастович Даурбеков. Это, ну, как бы, возможно, есть и другие какие-то записи. То есть мы сегодня смотрим на наших художников под углом картин, рисунков. Вполне возможно, что они оставили записи и литературные. То, что мы должны искать. И так не может быть, чтобы человек работал в экспедиции и только делал рисунки. Они же знакомились, они записывали рассказы, предания, легенды. То есть я думаю, что могут быть и такого рода открытия быть за этими нашими художниками. Берстенок, вот если показать то, что вы, ну, отчасти вы уже показали некоторые материалы по Хаджи Бекиру Ахриеву, по его биографии, вот другие материалы и рассказать о них немного. Ну, смотрите, вот в данном случае Хаджи Бекир Ахриев, да, а вот фотография, вот смотрите здесь,
Это вот как раз из Ставропольского музея фотография, это альбом «Ингушия» называется. В этом альбоме была вот эта фотография, она не надписана. Но мы видим сразу по тому, вот как мы смотрим, здесь это семья Ахреевых. Ну, это все Ахреевы. Не одна семья, а вообще Ахреевы здесь. И среди них художник Хаджибекир Ахреев. Вот. Повезло нам это. Потом же в этом же музее вот картины, вот мы их просто привезли. В Ставропольском музее. В Ставропольском, да. Ну, частично они вот переданы в наш музей, там, по-моему, 7 картин, по-моему, вот переданы. А остальные картины, они находятся в разных хранилищах, в разных местах. Ну, их достаточно много, их. Вот, посмотрите. Это Хаджибекир Ахреев. Хаджибекир Ахреева, да. Вот его орнаменты его. Тоже Хаджибекир. Хаджибекир Ахреев, да. Вот что как раз-таки по орнаментам. Мы знаем, что Гази Магомед Даурбеков не так давно найден альбом, где он сделал зарисовки наших национальных ковров, орнаменты по селам буквально, потому что у каждого селения были свои какие-то мотивы в искусстве ковроделия. Об этой его работе вам что-нибудь известно? Нет, это неизвестно мне, я не встречался, это работа других наших исследователей, я не имею к этому отношения. Но мне было бы интересно сам факт, сам процесс, у кого был взят альбом, у кого он был куплен, вот, и узнать, вот как бы, каким образом это было, сохранился человек, откуда к ней попало. Ну, в общем, вот это было бы для меня интересно. К сожалению, я ничего об этом не знаю, поэтому мне трудно судить. Но сам альбом – это действительно ценная вещь, очень ценная вещь. Вот, и сегодня, когда мы собираем материалы, и вот найти такие материалы, связанные с нашим искусством, это очень весомо, это очень яркая вещь. Поэтому мне было бы интересно источник поступления, как она сохранила, где взяла. Ну, в общем, вот тот человек, через которого попала сюда, я имею в виду. Ну, если я не ошибаюсь, Берснак, альбом сейчас находится у историко-географического общества Дзурдзуки. И, насколько я знаю, кем-то был передан, а этот человек уже, в свою очередь, нашел его на каком-то антикварном рынке. Вот я как раз об этом говорю. Да. Вот этот путь, да. Вот, да, путь, вот этот антикварный, вот человек, который его предлагал, вот надо было его расспросить, откуда, как попало к вам. Ну, в общем, такого рода я имею в виду. Это вот ценная информация для исследователя, чтобы найти путь перехода вот данного альбома к тому вот человеку, который продавал, так сказать, в антикварном магазине. Поэтому это было бы интересно найти истоки. Вот еще какие материалы, Берснак? Мы вот здесь принесли разные материалы. Вот смотрите, вот мы говорили здесь, Лев Николаевич Толстой, вот Хажмурт, вот это уже Гази Магомед Даурбеков. Здесь он участвует. И вот здесь, посмотрите, рисунки какие. Смотрите, рисунки какие. Это вот из книги Хаджи Мурат. Он иллюстрирует, вот посмотрите. Ну, здесь различные сцены, вот посмотрите, какие групповые, как бы, вот посмотрите, какие групповые сцены разные. И их много, я просто несколько страниц принес показать. А вот другая книга, о которой вот мы говорили, это Абрамова, Мальсагов, Слободской, «Русский язык. Учебник». Вот, посмотрите. И здесь вот на второй странице указана вот фамилия Гази Магомеда Даурбекова. И вот рисунки его, которые здесь, вот, посмотрите. Вот Ахреев. А вот картина, вот сам Гази Магомед Даурбеков, вот картина его «Всадники». А надо, если я же не сказал еще, дело в том, что какие-то материалы хранятся в нашем Краеведческом музее по творчеству Гази Магомеда Даурбекова, но помимо этого
достаточно большое количество материала хранится в Дагестанском музее. Вот. Ну, они связаны в основном с Дагестаном. То есть он делал очень большое количество рисунков, связанных с Дагестаном. Поэтому они хранятся в этом музее. Если там поработать, там вполне возможно будут еще какие-то работы. Вот поэтому, вот что касается публикаций, вот, ну, например, «Горцы Кавказа». Здесь есть публикации, вот как раз относительно упоминаются и Хаджи Бекир Ахриев, и Гази Мамед Даурбеков в этих публикациях. То есть близлежащие регионы и центры управления уже нашим регионом, вот в этих архивах и хранилищах нужно вести поиск, Бирснак. Вот я зачитаю. Вот следующее выступление за Ингушетию 8 декабря утром. С докладом об искусстве Ингушетии выступил Дашлако Мальсагов. Затем была показана пьеса Дашлако и Арсхо Мальсагов «Перелом». Дальше здесь вспоминается, что от 5 до 7 часов вечера в клубе «Рабис» состоялся смотр участниками Олимпиады и публикой выставки «Изобразительное искусство». На этой выставке были представлены художники дагестанские, ингушские, осетинские, карачаевские, адыгейские и другие. Изобразительное искусство кажется весьма узким местом горского искусства. А на деле выставка выявила и показала, что у горцев есть настоящие мастера кисти в роде Махарбека Туганова, Аслангирея Хохова, Гази Магомеда Даурбекова. То есть вот они отмечают, что творчество северокавказских художников, в том числе и нашего Гази Магомеда Даурбекова. Ну, таких публикаций достаточно много. И здесь вот смотрите, вот мы взяли просто вот публикацию в «Седало» нашей газете. Вот. Потом публикации ну, из «Седало», да, их достаточно много. У нас, мы все их не сможем даже показать. Вот. И, то есть для того, чтобы найти, и вот еще вот тоже интересно, казалось бы, что может нам дать летопись в руку Белоруссии, да? Это 1967 год, но здесь написано вот в этом самом вот портрет Гекала Николая Федоровича, художник Даурбеков, 66 год, вот указано здесь. И вот в таких публикациях, вот их мы можем найти печатные, ну, которые были опубликованы. Вот. А вот что касается, вот мы говорили здесь вот о песне, вот это как раз работа из Ростовского архива, и здесь как раз есть вот песни Ингушии, и вот то, что мы говорили, вот здесь вот песня, ноты, и вот запись написана со слов Гази Магомеда Даурбекова. Вот та же книга, такая же, вернее, вот это то, что мы говорили, она не издана, это рукопись Митрофанова, хранится в Ставропольском музее. Мы ее смотрели в 1996 году, мы вот взяли копию, с тех пор она у нас. Вот такие материалы. Ну, думаю, в перспективе нас ждет большая работа, надо ее продолжать, надо подключать специалистов, я имею в виду, было бы хорошо, если бы могли выезжать вот студенты колледжей, которых акцент на художественные, так сказать, направления. Вот было бы интересно, с другой стороны, и познакомиться вот с такими учреждениями, ну, то же самое, вот, ну, где хранятся, где работают великие мастера, я имею в виду современности, современные. И вообще всем исследователям, которые выезжают, обращать внимание на материалы по истории Ингушетии, и в частности вот на культуру, живопись. Поэтому надо искать. И я думаю, что нас ждут еще большие открытия. Бирснак, вообще значение творчества наших первых ингушских художников. Говоря о творческом наследии первых ингушских художников, что бы вы сказали о необходимости изучения их творчества для нас сегодня? Ну, конечно, вот смотрите, когда человек, который творит,
когда он знает, ну, скажем, он как специалист, одно дело, но с другой стороны, когда он знает теорию, знает мастеров, крупных мастеров, знает, что среди этих крупных мастеров, я имею в данном случае живописцев там и других, были и свои родные, я имею в виду наши, ингушские были. Все это помогает человеку настроиться, творить, и поэтому оно влияет. Берснак, наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за участие, за интересную беседу и за уникальные материалы, которые вы нам сегодня представили. Я благодарен за предоставленную возможность. Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что в этом выпуске мы говорили о творчестве первых ингушских художников Хаджибекира Ахриева и Гази Магомеда Даурбекова. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.